Имя – это то, что сопровождает человека на протяжении всей жизни. С именем ребенок приходит в этот мир и с ним же проходит по жизни. Имя связывает нас с Родиной, потому что в нем отражаются быт, верование, чаяние, фантазия, художественное творчество народов и, конечно, исторические контакты. Ну а прежде всего имя человека связано со своей семьей. Сегодня героинями нашего выпуска будут две женщины – мать и дочь, чьи судьбы, несомненно, переплетены. Порой они сами влияли на что-то, а иной раз влияли на них. Так или иначе, история, не удивляйтесь, двух Раис. Уникальна, удивительна и интересна. Мой муж говорит, вот мама, говорит, фамилия отцовская, отчество отцовское, а мама где? Пусть мамино имя будет. Вот так и сказала, и вот ее назвала Раей тоже. И мы оба Раи, поэтому она себя называет Аей. А то, когда она выросла, Рая, можно к телефону? А какая Рая? Ты или я? Короче, вот такое бывало. Мама наполовину татарка. Она красивая, у нее волосы естественно вьются. И учителя говорили, давай, Раиса, так нельзя делать, не надо в школу приходить еще и накрученная. Ну, я вот смотрю мамин фотографию, у нее вот прям натуральные вот такие локоны, что если я даже накручусь, у меня так, ну, вряд ли такое получится, да. Светленькая кудрявая Рая и ее темненькая дочь Ая действительно носят одно имя, происхождение которого имеет несколько версий. По одной имя происходит от арабского предводитель, по второй отсылает к одной из главнейших богинь древнегреческого пантеона Гере, являвшейся покровительницей земледелия, семьи и брака. Так или иначе, но обе героини соответствуют своему имени, ведь они обаятельны, отзывчивы, работоспособны и решительны, как, собственно, и положено предводительницам и богиням. К слову сказать, Раиса Захаровна – замечательная бабушка, мама и, конечно, жена. Муж, известный музыкант группы «Чорон» Вячеслав Савин, тоже боготворил свою жену, ведь они после знакомства были неразлучны на протяжении 46 лет. А все началось с учебы на эстрадном отделении в Москве, куда оба поступили по большому призванию, но совершенно случайно. Я поехала поступать в институт кинематографии. Я переписывалась с ними, а они сказали, приезжай. Ну, всем, наверное, так пишут. Потом, когда приехала, первый тур сразу я там и басню читала, и песню пела. Там прямо целое жюри сидит. Очень много народу, и сверху снимают, смотрят на мою фотогеничность. И я там выступала, все довольные, радостные. А потом меня позвали и говорят, вы приехали из Якутии, а Якутия относится в Шебкинское училище. Там как раз актеры театра и кино. Вот туда вам надо поступать. А это Шебкинское училище 1 год до моего окончания школы уже набор был. Я опоздала. Целых надо было ждать 4 года или 3. Поэтому меня не взяли. Меня не взяли, и я пошла дальше. ГИТИС пошла. А ГИТИС, оказывается, это как бы повышение еще после института. Тоже. Ну, короче, я обратно вернулась домой и иду по Якутску. Смотрю, объявление висит около театра. Читаю, там написано конкурс для ансамбля «Чорон». И приходите, кто танцует, кто поет, вот от всего вот такого-то числа. Ой, я так обрадовалась, думаю, а тут-то я поступлю. И пошла сдавать на эти туры. Конкурс тогда, конкурс не кастинг, а конкурс говорили. И вот я пошла туда, и сразу, короче, и басня им понравилась, и пела нормально, танцевала очень хорошо. Ну, я же уже, внутри у меня же такое было, что я обязательно поступлю. Вот, без никаких этих Сомнений. Без сомнений. Еще вот, например, которые дети приехали из других районов, они же стеснялись, очень так прямо не могли, прям, а я нет, вот такая была. И да, я поступила, взяли меня.
качестве танцора. В сентябре пришли, октябрь, ноябрь, декабрь мы гастролировали 3 месяца по Вилюйским улусам. В начале января все толпом, гурьбой улетели в Москву. Когда мы уезжали в Москву, вокально-инструментальный ансамбль был создан почти в основном из чурапчинских. Когда был конкурс, они пришли, 3 пели. Это играли бас-гитара, ритм-гитара и соло-гитара. Там Владимир Махначевский был, Михаил Давардуров был, Петя Макаров был. Это все чурапчинские были. И вот они очень хорошо японскую песню сыграли на гитаре. И спрашивают, кто это вас научил? А они говорят, Савин Вячеслав Романович. А кто он такой? Он сейчас студент в БГУФУ, в университете учится. И они позвали, когда мы гастролировали, он с нами не был. Когда мы уезжали, уже пригласили и уговорили, чтобы он оставил университет и поехал с ними. Говорят, вот руководитель сегодня придет, который вот этих учил на гитаре. Ага, все ждем, кто такой придет. И пришел такой серьезный, с таким лбом, в очках. Первое вот мое впечатление такое было. А потом, когда мы улетели в Москву, как раз в самолете мы вместе сидели, рядышком. Тут он сидел, а тут Володя Махначевский сидел. И вот мы целых, тогда сколько, даже больше 6 часов же летели. Разговорились, а потом мне вот такое впечатление. О, какой умный, о, все знает. Он старше на 2 года был. Вот так познакомились, а потом, когда начали учиться, он меня провожал, встречал. И мы вместе зарядку делали каждое утро. И он мне стучал, тук-тук, и тогда мы идем бегать. Бегали все время, а потом добегались. А так он очень поддерживал меня. И мы прожили с мужем 46 лет. И вот 4 года, как он ушел из жизни. Не забывай, не считай часов песочных. Я вернусь осенней ночью. Ты меня не забывай, ты меня не забывай. Упадет снежинка с неба, я вернусь январским снегом. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай. Я училась с Валерием Леонтьевым. Ага. И Валерий Леонтьев после армии был, взрослее нас. И он так занимался. Мы же дети поехали тогда, 17-18 лет. Чего мы там будем это сильно заниматься, да? Мы думали, всегда будет вот так хорошо, всегда будет большой театр, всегда будет почему-то так. Когда взрослые на тебя не давят, ты же, дети же такие. А он уже после армии, мы учились в ВДНХ в Зеленом театре. И мы в выходные заходим в балетный зал, прям музыка играет, балетный зал, в зале кто-то есть, мы открываем, смотрим, Валерий сам один танцует, там репетирует, он до 7-го пота. Он очень работящий. Тогда же он просто один же приехал, как солист. И не было оркестра, не было ансамбля, и он уговаривал наших мальчиков: сыграйте мне, сыграйте. Так, созданная в далеких 60-х в поселке Чурапча скромная группа под названием «Чуаран» аккомпанировала тогда известным эстрадным артистам. Мальчишки из обычного школьного ансамбля, игравшие на танцах, исполняли популярные в те годы инструментальные композиции. Вячеслав Савин подбирал мелодии на баяне, делал инструментальные раскладки, копируя все на слух. Все выходцы этого ансамбля состоялись как личности и артисты. У всех все сложилось самым естественным образом: семья, дети, работа. Так было и у наших героев. Свадьба, окончание учебы, возвращение на родину и начало гастрольной жизни. Потом, когда мы приехали оттуда, мы вообще знаменитостью приехали сюда. Так, здесь 30 концертов давали. Представляете, только в Якутске 30 концертов за 1 месяц.
кружатся птицы над головой. И предлагаю, и предлагаю, и предлагаю танец нам свой. Я приглашаю, что ж вы стоите, что ж вы стоите, я вас прошу. Будьте смелее, если споткнете, я поддержу, я поддержу. Когда мы работали артистами, условия, конечно, очень плохие были. У нас автобус такой интересный, как называется, с носом вот такой автобус был, и сзади печка топилась. Мы ездили и топили прямо эту печку. И было очень-очень холодно, клубы были очень холодные, вот. Вообще условий никаких не было. И когда мы поженились, у нас ни комнаты, ничего не было. Мы спали прямо на сцене после концертов. Нас всех, да, всех 20 с лишним человек, всех прописали Каландашвили 2. Это старый театр. Так уж получилось, что суровые условия жизни во время гастролей и отсутствие собственного жилья стали причиной ухода из театра. К тому же молодая Раиса уже ждала своего первенца. Родила мальчика, и мы поехали на гастроли, и в это время мальчик заболел и умер. Поэтому мы оставили эстраду и с мужем пошли работать в школу. На этом трудности для молодых родителей не закончились. Судьба приготовила очередное испытание. Девушка вынашивает двойню. К несчастью, одна из дочерей при родах умирает. Позже, оправившись от горя, Раиса узнает прекрасную новость об еще одной беременности. Рождается дочь Екатерина. У молодых расправляются крылья, и жизнь вновь засияла новыми красками. Потом, работая в школе, я подумала, надо дальше учиться. И поехала в Улан-Удэ, Институт культуры, дальше учиться на хореографа. И вот обоих оставила. Мама моя смотрела моих детей. Вот, Раю, Катюшу. И муж там с ними жил даже. Муж все время поддерживал, говорил, учись, учись, учись. Ты должна учиться. После учебы Раиса возвращается на родину в Горный Улус, где ее ждут мама, дети и муж. Раиса и Вячеслав с удвоенной силой приступают к творческой деятельности. Очень много ансамблей создали. Он музыкант, я хореограф, мы вместе работали. Значит, в Горном Улусе у нас был ансамбль «Керечен» в Доме пионеров. И потом еще переехали в Тикимде, это Мутахи, и открыли филиал музыкальной школы и филиал Дома пионеров. И там ансамбль создали «Огор». Всю Якутию проехали. Ага. Знаменитый у нас ансамбль был «Узор». И мы там, когда мы там работали, мы получили грант первого президента Михаила Ефимовича Николаева. А после вот девочки начали учиться здесь, и мы переехали в Якутск. И работали в второй школе. Там тоже ансамбль быстренько сделали. С этим ансамблем мы ездили в Грецию, ездили. До сих пор очень хорошо вспоминают эти дети мои. Так, а потом по семейным обстоятельствам переехали тут в речевую школу. Он работал учителем пения, а я работала воспитателем. И до сих пор, до прошлого года я работала там. Там тоже с детьми занимались и танцами, и музыкой, и пели дети. Творческая моя мама, совсем маленькая, уже пошла танцевать. Музыку услышать, сразу начинает прет. И получается, все спектакли, все концерты, гид-бригады, везде мама участвовала. Когда в школе училась, я занималась там тоже
в кружке художественной самодеятельности, в театральном кружке. Там бедную девочку играю, там играю служанку. Один раз я сыграла войну. На сцене я выбежала, кричу: «Война, война!» А там я так прямо кричала, что все аж заплакали, зрители. И вот мама говорит: «У тебя талант, ты должна учиться». Вот, поэтому, эта мечта не очень-то сбылась, но и чуть-чуть и сбылась. Вот недавно, в 22 году я снималась в киносериале «Кыргыттар». Там играла роль матери. У меня дети, мальчик и девочка были. Короче, я там играла нормально, даже плакала там. Такой образ был. Ага. И все удачно, без всяких нескольких дублей получилось. Мен келинатынны канабдыме. Кададым бай. То все, что тебе истахатна билен хе буллать. Тон аны пылар нетті. Чандык булуга. Анагыз кыңырдағана мне барар хепти. Чего? Ча давай, мен шоколад албыдым. Чайди бара вот? Ча давай, бараққа чайди. На этом таланты нашей героини не заканчиваются. Так свои танцевальные умения и навыки Раиса Захаровна успешно продемонстрировала за границей. Когда мне было 60 лет, я поехала в конкурс в Венгрию. Фестиваль ЮНЕСКО было. И там получила я гран-при. Я танцевала танец охотницы женщины. Одна, сольный танец, и мне дали гран-при. В это время муж мой живой был и так обрадовался, как будто он получил это премию. Кроме этого, несколько лет назад Раиса Захаровна получила права. В некотором смысле стать автоледи помог ей муж, потому что они всегда ездили вместе. Как признается сама героиня, она просто за ним внимательно наблюдала, повторяла все, что он делал. Однако самый главный талант Раисы Захаровны перенят от мамы Николаевой Екатерины Федотовны. Я всем внукам сама шила все время. Когда маскарады, когда танцуют, все сама шью. Еще когда вот у меня ансамбле некому шить, я костюмы сама шила. Всех, вот, например, целых 20 человек, я все шью, дома все шью. Когда шью, все время вспоминаю маму. Мама это говорила вот так сделать. Почему-то приходит, оказывается, к тебе. То, что она какие вот мне давала со своего опыта, да, хитрости, она приходит. А я так удивилась. И она говорила: портной портит, утюг гладит. Я когда глажу все время, вот когда швы глажу, да, действительно так гладко становится. Она говорила: портной портит, а утюг гладит. Вот это мне осталось. Потом еще раньше же не было утюга, электроутюга. Был утюг угольный. Я помню, она тяжеленная вот такая. Тем более бытовой комбинат же, это профессиональный, наверное, это такая тяжелая. И мы на улице выходили и делали вот так, чтобы этот уголь разгорелся. И ставишь печку, а потом с печки вот тряпочкой берешь и гладишь. Вообще она очень много шила, поэтому мы ее ждали. Прямо вот так ждали, потому что мы уже приготовили еду, все время смотрели на часы, скоро мама придет, мы должны печку топить, мы должны ужин готовить, все готовили, все. И когда мама приходит, мы сразу маму раздевали, маму посадили, короче, мы с сестренкой вот ухаживали за мамой. И когда вот очень было трудно, когда Новый год, да, приближается, и люди очень много заказов давали, а мама всю ночь шила, да, а мы старались помогать маме. Раньше же обрелочной машины не было, и вот мы потайным швом, она нас учит, вот так надо шить, вот так надо шить, и мы потайным швом вот эти края шили.
Она очень хорошо шила разные блузки, штаны шила. Крючком вязала скатерть на обеденный стол, большую такую скатерть. Она говорит, ночью сидела, пока свечка, говорит, сидела крючком вязала, и большую, говорит, такую огромную скатерть делала, и ей хлеб давали. Ну, натурально, одну буханку хлеба давали. Еще она вышивала, очень хорошо вышивала, шила даже ковер крестиком. Не один крестик, а два крестика. Это белорусский шоп называется. Там ничего не видно, просто вышивка одна. И вот она вышивала полностью, 1,80 м на метр коврик, такой красивый. Она вот такие розы красивые вышивала, и вот соседи заказывали ей, чтобы она вышивала, и вот так вышивала. У бабушки в детстве, когда она в школе училась, была подруга. Подруга, директор, откуда-то приехал, тоже по назначению, видимо, и у директора школы была дочка. И они подружились вместе с этой девочкой, и она рассказывала. И у нее вот какие-то вот вышитые были блузки, она смотрела, училась, и вот с этой девочкой, возможно, она поэтому по-русски стала говорить хорошо, и у нее вот появилось новое видение, что вот, оказывается, можно крестиком вышивать, что есть такие красивые вещи, что бывают такие люди, другие, немножко все-таки сознание расширяется. Шила разные платья, но в те времена же модных вещей вообще было мало, тем более по размеру, да. И она шила самым таким, которые модницы, приезжали из Якутска, приезжали актеры, я помню, Аксинья Адамова приезжала, даже Галина Кривошапка я заказывала, помню, жены партийцев. Через 4 года у меня сестренка появилась. Она живет в Ленинграде, давно, сразу после школы уехала и там осталась. Вот у нее 2 дочерей, 2 внуков. А бабушка выписывала журналы. Она выписывала все, и работницу, и крестьянку, и бурду. Еще какая-то Раденька Женка была. Она говорила, вот это хороший журнал, здесь схема крестика, говорит, правильные. Цветопередача правильно нарисована. Выкройки бурды хорошие. Она с работницы там выкройки и крестьянки не любила. Она говорит, они сидят не по нашей фигуре. А вот в бурде они очень хорошо садятся. Любимые фасоны, которые местные заказывали, она их сделана искусственная кожа, она из них вырезала уже, чтобы этот был многоразовым. Если она брала ткань, она каким-то образом распределяла эти закроечные, что совсем мало оставалось этих. Я помню, она мне тоже когда-то юбку шила. Буквально пару лоскутков, она их как-то долго, рисунок, как обои, сочетала, и в итоге юбка появилась у меня. Свадебные платья шила. Она, не было таких материалов, она умудрялась доставать. И вот есть же этот мешок из-под отруби или муки, и он был такой холчевый, но продольные нити были у него такие, как капрон, не капрон, что-то такое белое, блестящее. Она вот эти нитки оттуда вытаскивала, потому что, проблемы были и с нитками, и с материалом. И она вот их вытягивала из этого мешка, потому что они были белые. В свадебное платье она использовала эти нитки, да. Парчу вытягивала разные, то золотые, то серебряные. Я помню, она в свадебном платье делала вот эти вот вафли, или как это называется, тут рукав вафля, потом вот такой пуфы делала. И на примерку приходили девушки, я помню. Почему-то я запомнила одну девочку, которая так долго стояла, ей так понравилось, она так стояла стрункой, и потом взяла и упала. Мы думали, Господи, что с ней случилось? А оказывается, видимо, она была в положении. И у нее, видимо, давление упало, а тут такое красивое платье, она стоит, не дышит, а бабушка там с булавками так все. Как перфекционист, можно сказать, она все делала идеально. Она не говорила, на один раз ты так хватит. Нет, она делала все очень-очень хорошо. Навык внимательного и скрупулезного подхода к своим обязанностям всегда высоко ценился и в учебе, и в профессиональной сфере. У Екатерины Федотовны такой идеалистичный подход к работе был близок к перфекционизму.
А там, где остро стоит вопрос безупречности, как говорят психологи, всегда есть место тому, над чем подумать. Ведь это уже именно та история, которая начинается в далеком детстве, когда ребенок еще не совсем критично воспринимает слова и поступки взрослых, но догадывается, что в жизни не все идет так, как должно быть. Мама моя родилась вторым ребенком в семье. Она близняшка. Двойни были. Старшая ее зовут Маша, а ее зовут Екатерина, Катя, Катюша. Тогда, в те времена, очень было трудно, конечно. Даже сейчас трудно же двойняшек смотреть. Поэтому ее отдали другим людям. Выросла у других, но в 6 лет очень хотела к своим. Она знала, что она воспитывается, и издалека все время интересовалась своими родными. И вот 6 лет она мне так рассказывает. В 6 лет, говорит, я заранее придумала побег. Она ждала Исых. И в Исыхе вот они были такие более богатые люди. И говорит, вот, которая воспитывала женщина, да я даже имя не знаю, она нарядилась, так описывает, такие шаль, говорит, потом еще все серебро одела, говорит. И они сели на коне и ушли. В это время у нее, оказывается, все было готово. Мешочек маленький, потом хлебушку взяла. Они туда поехали, а в другую сторону мама моя, одна, 6-летняя девочка. Под вечер, говорит, родители в хатоне, они коров доили, и она зашла, говорит, я вот пришла к вам. И, говорит, отец очень обрадовался, наконец-то наша девочка вернулась. А мама не так реагировала, вспоминала все время, что отец так радовался, а мама воздержалась. Так она своим родным вернулась. В этот год она пошла в школу. В 1 классе учительница спрашивает имена, фамилии, да? А она, оказывается, свою фамилию не знает. И вот рядом сидящая девочка сказала Стручкова. И сказала, что она Стручкова. А на самом деле она была Николаева. Ну, короче, она очень хорошо училась. Очень хорошо училась. Даже ей такое имя назвали Тойгун Тебе. Отличная голова, или как переводится. Ага. И она только одни 5 училась. И с малых лет начала читать. Очень много. То, что она говорит, что попадалось, все читала. Как говорится, редакция такая-то, до последнего. Ага. И когда, она жила, конечно, в интернате потом, когда училась. И вот у нее творческая деятельность там и началась. Там она, оказывается, очень хорошо рисовала. И вот просили все время рисовать. А потом начали заказы поступать. Ага, старшие, у кого даже вот она рассказывала, что когда люди умирают, да, вот остается же фотография. И вот эту фотографию давали маме, чтобы она вот рисовала. Когда школу кончила, сразу ее направили в Трудфронт. Она уехала в Булунский улус, Тикси, на соление рыб. Она заболела цингой. Вот все, зубы падают. Угу. И ее отправили обратно. Обратно вернулась и работала. Вот интересно, да, в то время, вот она отличницей была, поэтому ее отправили учительницей начальных классов маленькой деревне. И вот она там работала учительницей, и вдруг прямо даже с Министерства образования позвали ее и отправляют в Момский район. Она там встретила мою папу. Он татарин был, с Оренбургской области, с города Орска. Поженились и приехали обратно домой, мамин улус горный.
район. Когда они приехали, рассказывают люди, якуточка вышла замуж за тотально, это редкость, там никого такого, даже за русского не выходили. И вот все как-то-то, как бывает у нас в деревне, все смотрят, да, и говорят, когда они приехали, она сидела на коне, мама моя, и очень красивая юбка была. Оказывается, она сама шила, это было плитце, и черное внутри, белое сверху. И когда она открывалась, черное, белое, черное, белое. Сейчас никто так не сошьет, наверное. Потом меня родила, поступила работать в швейный цех. Она вначале поступила ученицей по шитью, а потом выросла, закройщицей стала, потом заведующей стала. Очень долго там работала, в Бердичевском бытовом комбинате. Мой отец был, это люди рассказывают, такой улыбчивый, такой добрый, со всеми здоровался. Сразу мамину маму мамой назвал. Он очень тосковал по дому, очень тосковал. Когда письма приходили из родины, он плакал даже, а мама жалела. Потом договорились, давай в отпуск езжай, мама сказала. И мама шила ей косоворотку такую красивую, что-то продала, и костюм шила сама. И, короче, отправляет мужа домой. Оренбургская область, там татары тоже живут. И вот уехал он домой и не приехал. И он алименты мне платил, фотографии отправлял. Когда элементы получала, мама говорила, вот папины деньги, покупаем игрушки. Последний раз элемент пришел, она говорит, давай это исправим твой день рождения. Шли годы. Раиса Захаровна росла без отца. И без того нечастые письма от папы вскоре вообще перестали приходить. Мама и бабушка видели душевные переживания своей дочки и внучки, потому им ничего не оставалось, как просто ее любить и поддерживать. Я все время, каждое лето ехала к мамину брату. У маминого брата Ивана было 12 детей. Все там и доили, и сено косили. А я как бы белая ручка из Бердичева. Бабушка все время говорила, берегла меня. Очень добрая была. И ко мне очень хорошо относилась, потому что у меня отца же не было. Бабушка и мама Раисы Захаровны и по сей день берегут свою внучку и дочь. Правда, уже с небес. Они приглядывают за ней, следят за ее успехами и радуются, что она сама давно уже бабушка. Посвящая много времени любимым внукам, современная и элегантная бабушка Рая не забывает и про себя. Вечера коротает в семье младшей дочери Екатерины в теплых краях. И даже если случается так, что члены семьи находятся на расстоянии 1000 километров друг от друга, все знают, что они рядом. А образ мамы всегда хранится в душе и всякий раз отзывается в сердце теплым воспоминанием. Мою маму очень все знают и все любят. Она такая светлая, выходит. Она очень такая была, очень гостеприимная была. Добрая, она всегда вот все время жалела вот соседей, вот она бедная одна воспитывает, и надо им помочь. Старались помочь. Ага. Во всем помогали.
Моя мама очень светлый человек. Я в детстве вспоминаю, когда она приходила, мы бежали с сестренкой навстречу. Мама пришла. Я понимаю, и такой хороший запах, что вот у людей, кажется, самый такой сильный впечатление, сильная память остается про запах мамы. Это такой вкусный, самый неповторимый запах. Две героини, мать и дочь, две Раисы. Кстати, характеристика этого имени говорит о том, что Раи обладают завидной работоспособностью и целеустремленностью. Они аккуратные хозяйки, отлично готовят и с удовольствием заботятся о детях. Однако, как бы ни звали женщину, главное, чтобы она чувствовала, что любима. Не зря говорят, что женщина по-настоящему счастлива, когда у нее два имени. Одно – любимое, а второе – мама. Мама, которая как ангел-хранитель всегда рядом. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.